Добрый день! Сегодня мы продолжаем наш цикл бесед про гражданскую войну. Саян Андреевич, приветствую. Батькович, Андреевич. Андрей Андреевич, здравствуйте. Уже месяц практически прошел, я до сих пор его отчество не выучил. Ай-яй-яй. Бывает, ничего страшного. Так. Месяца, несколько десятилетий мы уже знакомы. Обо что сегодня, как говорится? Так, получается, если идти по хронологии, то мы продолжаем цикл бесед после декабрьских событий, январских, после расстрела Колчака и оставления белыми Иркутска и практически всей Восточной Сибири. То есть у нас по существу своей дальневосточный театр боевых действий. И начиная эту тему, необходимо, получается, напомнить, что у нас остатки белых войск забирают с собой на поезде, примчавшись на выручку Войцеховскому, практически в белом плаще, атаман Семенов. Да. Тот самый, кого играл Андрей И, кажется. Да. В небезызвестном фильме «Адмирал», который там, печально известно. Очень сильно прямо так расфорсенный, и почему зря, что прочим. Ладно. Возвращаясь к нашей теме, получается так, что после 1920 года по существу своей о широкомасштабных выступлениях и всяческих таких темах, о захвате Москвы, предположим, уже речи не идет. То есть по существу своей они, имеется в виду белые правительства, это в Чите, ныне Забайкальский округ, область, и Владивостокские правительства. Они, в принципе, после этого года уже практически лишаются иностранной помощи. И здесь стоит задача исключительно в том, чтобы натиск большевиков сдержать и сохранить автономию. Имеется в виду всех регионов подконтрольных. Из-за того, что, в принципе, Хабаровск, Владивосток, Волочаевка та же самая, области около Читы там, и тому подобное. Если даже взять Камчатку, они весьма богаты на минералы, на какие-то ресурсы и так далее. И, в принципе, уже на этой базе можно выстраивать экономические отношения с западными партнерами в кавычки это возьмем. А в то время кто это были? Активно. Вот так, на Дальнем Востоке. Партнеры? Да, партнеры. По опасному бизнесу. Это у нас основные силы, они были, получается, представлены японцами. Японский контингент на Дальнем Востоке сохранял свое влияние вплоть до 1925 года, если я не ошибаюсь. Американцы и канадцы. То есть помним то, что Канада к тому моменту это практически сателлит, доминион Британской империи, да. Но их корпус во Владивостоке расквартировался. Есть одна замечательная кинохроника от 22 года, практически полностью сохранившаяся. Она, по-моему, если я не ошибаюсь, в общей сложности имеет 15-минутный хронометраж, где все эти войска отмечают первую годовщину белого правительства братьев Меркуловых и попутно к этому отступление белых войск на пароходе. Если же возвращаться к боевым действиям, то в 1920
году атаман Семенов, как мы уже поняли, и получивший к тому же генеральский чин, вступает в непримиримую схватку с противником, с РКК. И театр военных действий, проложившийся по всему современному Забайкалью, он рано или поздно, по идее, должен был лопнуть, потому что, да, пусть там дальневосточная Белая армия, она в общей сложности где-то 25 тысяч штыков насчитывала, но помним то, что эта армия полностью деморализованная, болеющая и не имеющая никаких припасов практически. И вопрос о прорыве фронта, он стоял ребром, и это было лишь вопросом времени. Надо было как-то все-таки уже задумываться о грамотном отходе во Владивосток. Авось там западные партнеры нам помогут. Это имеется в виду, озвучиваю мысли атамана Семенова, они свои собственные. И к ноябрю месяцу 1920 года происходит серия боестолкновений. В ходе генерального сражения боя за Читу атаман Семенов, напомню, главнокомандующий обороной Читинской области, садится на аэроплан и улетает в небо. Все? Да. Подождите, а такая Он бросил все операция. свои... Еще раз, сколько сил участвовало? Там, достаточно много, целые десятки тысяч людей, оборонявшихся. И вот если брать конкретно бой за Читу, около 5000, это прям неплохая такая, в общем-то, была схватка. И главное, командующий упархивает в небо в сторону Харбина. А потери тогда там какие? Совсем? Чуть-чуть? В принципе, да. Вот, учитывая то, что противоборствующая РКК сторона, она сильно устала к тому моменту, уже о больших потерях речи не идет практически. И плюс еще вспоминаем тот факт, что, пользуясь разложением всех белых правительственных структур, все-таки активизируются у нас партизаны. И вот они тоже, в принципе, очень много соли доставляли белым войскам, которые оказались абсолютно без денег, без какого-то либо снабжения. Из Бурятии больше не присылают тушеночку и патронов. И выходит так, то, что ну да, действительно, надо уже перемещаться на Хабаровский театр. И вместе с этим здесь в ноябре 2020 года как раз-таки советское правительство объявляет о том, что на всех практически захваченных территориях, то есть это у нас современная Бурятия, Забайкалье, Камчатка и Чукотка, объявляется Дальневосточная республика. По сути своей это являлось такой буферной зоной между белым правительством и властью советов. И все-таки понимаем, что Дальний Восток находится далеко, средств для связи оперативных практически не имеется в вооружении и снабжении. И чтобы автономно коммунисты действовали на Дальнем Востоке, там формируется собственное правительство, устанавливаются основные своды законов, то есть у Дальневосточной республики еще была и конституция, и в принципе она уже действует автономно. Так. Ликвидируется Дальневосточная
республика у нас с падением белой власти во Владивостоке, то есть практически здесь уже абсолютно четко заметно, что это марионетчатое и буферное такое государство, которое было призвано исключительно с одной целью – бить остатки белых войск на Дальнем Востоке. Так его, выходит, создали красные. Да, и вот попытки реформации, любые изнутри этого государства были предприняты изнутри попытки преобразовать это государство в более такой демократический строй, то есть с созывом учредительного собрания там, и так далее, и с подобными интересными механизмами, отличными от политики военного коммунизма и же подобных, но эти попытки успешно отвергались, и всех ее зачинщиков отправляли в Москву на обучение, скажем так. Если же говорить про Хабаровский и Владивостокский театр военных действий, то вспоминаем ставшую после революции и гражданской войны в основном песни там про... По долинам и по взгорьям. Да, вот это вот самое. Она является некой такой переделкой и калькой на уже существующий марш, ну, как и практически все, что имелось на тот момент времени у обоих сторон, между прочим. И здесь, да, действительно, в Хабаровске происходит целая цепь интересных таких с точки зрения боевых действий сражений. Это и с использованием в том числе и бронепоездов, потому что вспоминаем, что Хабаровск и Владивосток у нас находятся на последней декаде Транссибирской железнодорожной магистрали, и что бронепоезда они были в принципе очень так распространены в годы гражданской войны, и вот постепенно, в принципе, в 21 и в 22 годах, да, вот, что в Хабаровске, что во Владивостоке устанавливается власть советов. Имеется в виду под предводительством правительства Дальневосточной Республики. И вот в 22 году, как вспоминаем недавние события в Кабуле. Это когда люди пытались цепляться за самолеты, потом падали в полете? Точно, да. Кошмар. Естественно, аэропланов там и самолетов было в большом дефиците, их в основном не использовали для отхода всех основных контингентов парохода, теплохода и так далее. И здесь стояла только одна задача – эвакуироваться как можно с меньшими потерями. Желательно в Харбин, потому что уже к тому моменту времени эвакуированные в Харбин русские офицеры начали задумывать очередную авантюру. Русские офицеры – это не про национальность, это я про русскую армию Колчака имею в виду. И чтобы с ними связаться, вот, собственно говоря, и необходимо было эвакуацию сделать. Она у нас происходит в ноябре 22 года. И первыми, кто эвакуировался, это были американские и канадские контингенты. Вместе с ним и правительство братьев Меркуловых, Старки. И, вот был такой адмирал Старк.
Да, это не мемные персонажи из интернета. Вот. И выходит так, то, что Дальний Восток у нас абсолютно как последний оплот белой власти. Он ликвидируется с малыми потерями. Здесь весьма такая интересная ситуация складывается, что в 21 году, за год до падения власти во Владивостоке, из Владивостокского правительства приходит распоряжение о том, чтобы, не распоряжение даже, а разрешение на то, чтобы попробовать авантюрно взять Восточную Сибирь. Это у нас Якутия. Да, и боевые действия у нас разворачиваются уже на территории Якутской области. Изначально было в общей сложности со стороны белого движения 1200 штыков, и к 23 году еще примерно 1100 человек прибывает. Здесь основной все-таки основное географическое поле боев у нас располагается в Центральной Якутии. То есть это у нас бой за Тулагино-Кильдямский наслег, Никольский бой 22 года. На южном направлении взятие Алекминской ямги. Вот ангинская такая история, она уникальна тем, что в 23-м там самые такие драматичные события разворачиваются. И северное направление — это осада Вилюйска и около его стоящие такие местечковые события. Если же вспоминать... Колбачай. Да? Привет, Вилюйский. Кто бы это ни был. Здравия Земляки. Слушай, вот извини, раз я вас перебил, хотел уточниться. Вот почему в Амге развернулись такие события? Это важный стратегический перевалочный пункт или что? Абсолютно точно, да. Да? Это верно подмечено, потому что через Амгу проходит у нас шикарный, как бы сейчас выразились, федеральный тракт. Выход белых войск уже за границу и в соседние регионы. Если же вспоминать про Вилюйск, предположим, то это тоже получается стратегический пункт, потому что там выход уже на север и к морским портам. То есть у нас здесь вот эти две противоположно расположенные точки, они играют важную стратегическую роль. И их удержание было необходимо и с той, и с другой стороны. Если же вспоминать про местечковые такие события, то вспоминаем некое такое обозначенное в советской историографии событие под наименованием Чурапчинская колотушка. Честно сказать, и к моему стыду признаться, дату я точно не помню, но основные постулаты этого я запомнил очень ярко и красочно. И это связано с белым террором на территории республики нашей сегодняшней. Да. И чем же занималась белая кость и голубая кровь на территории нашей республики? Берем в кавычки. Да. Не хотим оскорбить ни ту и ни другую сторону, но факт есть факт. И вспоминаем, что даже несмотря на то, что активные боевые действия не велись, необходимо было вести пропаганду. И выловленные в ходе этой пропаганды сочувствующие большевикам женщины и дети какого-то лешего
командиры партизанских соединений, они, в принципе, понятно, и старик. В общей сложности от 15 до 17 человек, они были переданы военному трибуналу белому. То есть за подрыв целостности государства, как бы сейчас выразились в Северной Корее. Их выловили, и по законам военного времени их было необходимо все-таки расстрелять. Но офицеры, жалея патроны, выстрелили их в ряд, по одному приводили к яме и забивали палками. Это не самый ужасный. Это не самый ужасный эпизод подобных вещей. То есть там были женщины и дети. Да, женщины, дети, старик. А детям сколько, извини, было? Выходит? От 15 до 18, около подростки. того, да. Это такой самый, получается, возраст, подверженный романтизации активной и так далее, и увлекаемый всяческими историями о героях. То есть мы можем сказать, что сейчас вот стоит памятник на территории EAP белому офицерству, то есть вот. Вспоминаем, что опять-таки красные занимались практически тем же самым, что вот на Вилюйской группе, предположим, улусов, отряды, которые были призваны ликвидировать сопротивление вилюйские, они, заходя в Аласы, в принципе, расстреливали всех подряд тоже. Но расстреливали, не забивали? Нет. То есть изощренности не было? Насаживали на штыки, расстреливали и тому подобное. И вот ясно понятно, что с подобными людьми старались, скажем так, беседы профилактические проводить, но все контролировать на местах было практически невозможно. А вообще как дисциплина-то поддерживалась? Например, драки, разбой между своими же солдатами. Что полагалось с такими людьми делать? Вообще, по закону военного времени. Мы вот, например, фильм «Троцкий», если вспоминаю, там что-то они не взяли вначале, там 2 вывели и расстреляли каждого 10-го. Так, на самом деле, да, вот эпизоды римской децимации, скажем так, это вывод и казнь каждого 10-го выстроенного солдата, они имели место быть. Но не были сильно распространены, скажем так. Они были положены за исключительные случаи. Если ты, предположим, придешь абсолютно пьяный на территорию войсковой части или там что-нибудь затеешь нехорошее, небольшую драку, предположим, то максимум выговор, лишение зарплаты и премии. Вот если же мы говорим про воровство, это уже совсем иная статья, она более тяжелее и наказывается расстрелом. Действительно, вспоминаем эпизод, развернувшийся в Бурятии в отряде Рыдзинского. Он спокойно расстрелял одного человека, укравший серебряные часы у местной жительницы. Вот. То есть дисциплина поддерживалась железно в действующих частях. Да, без абсолютной там волокиты и так далее. Вы были? Да, мы. Но он не виноват. Украл эти часы я. Этот эпизод отражается в его воспоминаниях в цикле воспоминания, по-моему, героев гражданской войны, выпущенные еще в 70-х годах. И вот на коротком совещании с полевыми командирами было принято его ликвидировать. Вот он также и пишет, что, мол, его надо ликвидировать. И все. Вот
это если говорить про сторону РКК. Если же затрагивать Белую армию, то там, да, там тоже старались железную дисциплину поддерживать, но весьма интересными способами, скажем так. Вот если вспомнить, предположим, от того же самого атамана Семенова, Андрей, привет, он, в общем-то, приказывал в случае там, если нарушаются поставки из села, предположим, там, каких-то тканей для пошива одежды для армии, или там находят какого-то агитатора и так далее. Его спокойно могли или зарубить, или повесить, или расстрелять в лучшем случае. Там в противоборствующем лагере дисциплина тоже старалась поддерживаться железная, но иногда это переходило в разряд уже садизма. Из-за того, что слышали про Аллах-Юньскую трагедию? Я давным-давно, будучи школьником, изучал материалы, но в общем, хотелось бы поподробнее для наших в общем, это такая, зрителей. Это такая полулегендарная, получается, трактовка одного очевидца. И он это откуда обнаружил и настолько ярко описал, опять-таки, неизвестно, но он уже был на месте этой мясорубки, иначе это не назвать, уже постфактум. То есть пришел уже, когда люди замерзли насмерть. Но даже несмотря на это, в общем, как там разворачивались события со слов этого очевидца. В Аллах-Юне, Усмайский район на сегодняшний день, белые офицеры взяли, отряд белых взял в кольцо 17 красноармейцев, которые продвигались в сторону Охотска. Изморив их, получается, голодом, они, в общем-то, к ним прислали переговорщика, парламентера, да, так называемого. Да, именно в тот момент, когда те уже решили застрелиться от голода. Оборона этого участка, она происходила около какого-то заброшенного хатона и юрты, получается. Обещали ни одного волоска там не тронуть, отпустить их живыми и свободными, выдать им продукты и отправить в Якутск. Отдайте нам только оружие, типа. В это они, к своему сожалению, поверили. И вышло так, то, что их обманули жестоким образом, окружили, начали избивать, отделили рядовых красноармейцев от полевых командиров. С красноармейцами обошлись по меркам этой трагедии весьма гуманным образом, в кавычки берем опять-таки, и их избили до полусмерти, запихали в сарай и сарай подожгли. Еще живых людей. С командирами в общей сложности их было 7 человек. Там в расчет еще, наверное, берем политрука. В общем-то, над ними принялись издеваться всю ночь. И слышали про такое
выражение «ленинский телеграф». Его еще называли «связь с Марксом». Да, вот именно. И вот эту подобную пытку и изощренную казнь Привязывали да. внутренностями к дереву. Да, и вот и подобным образом расправились со всеми. То есть описывается очень ярко и, если так можно выразиться, сочно все эти подробности про якутский нож там, и так далее. И как это все дело там разворачивалось. Ну, наш народ Саха, он всегда отличался красочным словом, да. тот же Олонхо. Но, думаю, YouTube не пропустит то, если мы начнем уже во всех подробностях да, и вот, рассказывать эти ужасные, конечно, да, вещи. вот если у вас есть интерес к этим событиям, то почитайте монографию Пестерева. Она находится в свободном доступе в Национальной библиотеке РСЯ, известно как Пушкинка. И там, в принципе, все эти события отражаются неплохо так. Скажу сразу, что, во-первых, если подходить с критической точки зрения к этому действию, этот человек не знал, что там могло, в принципе, до этого происходить. То есть он уже пришел постфактум и является единственным свидетелем того, что произошло, и рассказчиком, соответственно. То есть можно допустить то, что вот что-то там случилось, да, но что именно произошло и в какой последовательности, знать никто уже, к сожалению, не может. То есть к этим эпизодам необходимо относиться очень осторожно и ласково, что ли, вот так вот обзовем, потому что... Снисходительно, да. я бы сказал. Ну да, снисходительно. Из-за того, что... Ну, как мы в прошлый раз обсуждали, вот бежишь ты с товарищем, и его разорвало на твоих глазах снарядом. Ну, отношение к противнику после этого мало там будет подходить на все да. Гаагские конвенции и прочие декларации ООН. И получается война так... страшная вещь. Да, и вот особенно гражданская война. Вот если, предположим, войну с иноземцами еще как-то можно оправдать и поддерживать, там, ну, с немцами теми же самыми, 1941-45 годы, вспомним, там, русско-японскую ту же самую и так далее. А вот войну, которая разворачивается на некогда одной стране, ну, очень сложно понимать. Очень сложно понимать, потому что иногда вот эпизоды жестокости и зверства, они всяческие этические нормы не только в 2 раза превышают, а на несколько порядков. Но тем не менее, здесь выходит так, то, что окончательную победу РКК на Якутском театре военных действий помогло присутствие регулярных войск. Это 226-й Петроградский полк. Это легендарный человек, здесь он не отражен, к сожалению, Карлович Байкалов. И один из его полевых командиров Иван Яковлевич Строт. И вот исключительно за счет того, что вот войска белых, они пусть и были практически полностью укомплектованы офицерами, наполовину, по крайней мере, уже несколько войн прошедшими, но против
большой силы, так сказать, не попрешь. Мгм. И постепенно в ходе 1922 года сопротивление было сломлено в Вилюйске, в ныне городском округе город Якутск, это у нас Якутск и Тулагина. И в июне происходит абсурдное такое сражение, ну, с точки зрения военного дела, это Никольский бой. Мгм. Никольский бой, он известен тем, что РКК опять умудрились утопить орудие. Оно позднее было вытащено и выставлено в музее в селе Партизан Намского улуса. Да, и в 90-х, после одной из первомайских демонстраций этот ручной пулемет Льюиса исчезает в неизвестном направлении. И думаю, он осел у кого-нибудь из коллекционеров. Да, видимо, да. Но помимо этого конфузного случая, там разворачивается, ну, действительно очень большая трагедия в том отношении, что вот обороняющиеся в 150 штыков были атакованы численно превосходящими войсками РКК с обоих сторон. В лесном массиве у нас заседает конный эскадрон. Мгм. И со стороны речки выходит так, то, что и со стороны поля атакует еще около 300 человек. Активное бомбометание, встречание пулеметов и тому подобные мероприятия, в ходе которого, не произведя ни единого выстрела, местные дружинники из числа Якутской народной армии убегают. Была и такая? Да, убегают прочь. Убегают прочь в сторону леса о надежде раствориться в лесном массиве. Ну, лето все-таки, там и ягодами можно, в принципе, спокойно прокормиться и так далее. Но были встречены эскадроном. Эскадрон, это сколько человек, какое формирование где-то? Ну, От скольки? от 40, Мгм. около того отличного вооруженных людей. Опять-таки, это все очень спокойно отражается в ряде монографий и даже вооружение там Ну, отличное. 40 конников даже в средние века это можно было ураганить, как Ну да, говорится. кого хочешь победишь Мгм. в общем-то. И вот на не произвевших я не знаю, есть ли такое русское слово вообще, я не русский, мне можно Мгм. ошибаться. Ни единого выстрела отрядов белоармейцев, скажем так, Мгм. начинают рубать шашками Мгм. и вынуждают их отступать уже в сторону реки. Мгм. И гонимые с двух сторон получается, что Как американские полицейские. У него пистолет. с одной стороны Мгм. они были преследуемы лошадьми с их владельцами, и с другой стороны уже пехотными подразделениями обстреляны были со всех сторон, и оставшиеся в живых в попытке пересечь массив реки утонули попросту. Вот, и очень, очень непонятное, абсурдное такое сражение, что вот зачем было гнать
уже сдавшегося противника. Так они официально сдались, они выкинули белый флаг или что? Они начали убегать и выбросили все свои ружбайки, получается, выразимся так, и можно было спокойно их, выходит так, что нагнать, по крайней мере, пленить, учитывая, что амнистия была же объявлена для тех, кто сдается. Но этого не произошло. И... Ну, видимо, никто не сдавался, а продолжал убегать. Боже мой. А над этим лучше не шутить, конечно. Я понимаю, да. Но, видимо, никто действительно не сдался. Если аж амнистия была. Ну, и вот... Ну, если мы вспомним просто тактику и стратегию того времени, враг начинает бежать, его догоняют кавалерией. Это ведь так было? Да. Да, и добивают оставшегося врага. Ну, или пленяют, опять же, естественно. Опять же, да. Тот же, вспомним наши баталии в Total War. Если враг начинает отступать, пускаешь на него кавалерию. Да уж. Ну или воспоминания тех же Мюратов и прочих, как они гоняли всех. Боже. Ну да. И тем не менее, 22-й год проходит, и наступает заключительный 23-й год, когда уже из Харбина снаряжается последний такой отряд экспедиционных войск Анатолия Николаевича Пепеляева. И здесь уже, в принципе, баталии разворачиваются между двумя историческими персоналиями. Это Строт, с одной стороны, вот нередкий пример очень интеллигентного и дружелюбно настроенного, чуть не сказал офицера, командира к местному населению. По воспоминаниям очевидцев, в принципе, он был очень дружелюбно к якутам настроен и всячески старался им в этом помогать. Ну, это сигнализация. Хорошо. Не волнуйтесь. Прослушка у нас официальная. Да. Но я знаю, аппарат один лежит уже здесь где-то. Так. А этот, как его, он сам откуда был, Строт? Нашим подписчикам рассказать. Сам по национальности. Сам по национальности он точно был не русским. Это, как бы не соврать, чех или не чех. Ну, у нас же Иван. Ну, при этом, при всем он чех. Сейчас давайте кстати, посмотрим сразу. Уже полностью уточнимся. Иван Строт. Происхождение, откуда он ведет. Иван Яковлевич Строт. Советский военачальник, участник Первой мировой, кавалер персонального краснознаменного ордена Якутии. Люцин, Витебская губерния. Место рождения. Возможно, поляк. Или эстонец. Будущий герой родился в латышской части Витебской губернии. Отец латыш, мать полька, полячка. То есть, не русский тоже, в общем-то. Другой человек сказал, типичный русский человек. Понятно. Видимо, как говорится, он как-то думал об угнетенных народах Российской империи. Да, видимо, на тот момент, что всех угнетали шовинизмом Польше, имперским, так сказать. В Польше, между прочим, до сих пор, в принципе, лояльно относятся к российским гражданам не русской национальности. Якутской национальности. В том числе тоже, да. Но учитывая, как у нас там Пекарского, Серошевского уважают, то... И вот выходит так, то что вот Иван Яковлевич у нас становится основным лицом. И вот здесь, в принципе, про 23-й год сказать практически нечего.
Основных таких точки дислокации было всего 2. То есть первое — это легендарная оборона в Сагыл-Сыры. Да. Ледяная осада в Анге, обозначенная в советской историографии, это событие, оно разворачивалось с 8 февраля по 13 марта 23 года. То есть понимаем, что даже 100 лет назад зимы были не менее суровые в Якутии, даже в это время года. Вспоминаем то, что вот красный командир Строт, он был окружен практически на неком таком перешейке, без снабжения, когда лошади подохли или их выходит так, и когда люди начинали... Якутам не привыкать. Да. Кушать лошадей. И действительно, да. Вспомнил Жеребятину ту же самую. Да. И вот, когда умирали люди, из них уже выстраивали целую сеть баррикад, естественно, противопульных. И эта оборона, она ударила весьма так тяжело по обеим сторонам конфликта. В общей сложности Анатолий Пепеляев на том участке фронта попытался прорвать оборону больше 5 раз. И все 5 раз отбрасывали. И больше, да, они были отброшены. И за что Иван Яковлевич впоследствии и получит второй свой орден Красного Знамени за эту оборону героическую. Эта оборона, она получается действительно такая, является очень большим примером стойкости обоих людей. И из-за того, что даже несмотря на то, что они находились по разные стороны конфликта после всех этих событий, когда Строт участвовал уже в судебных процессиях над Пепеляевым, он ходатайствовал о своем противнике исключительно в положительном ключе. То есть некий такой паритет, уважение взаимное друг к другу. У них традиция войны. У них все же, да, у них все же наблюдалось, и это действительно хрестоматийный пример вот очень такого низкопочитательного отношения к противнику. То есть рыцарское отношение, как говорят нынче. Можно сказать и так, да. Очень интересно. И тем не менее, да, и вот этот эпизод, он явил собой, получается, ну, скажем так, последний потухнувший огонек, по большому счету, после которого вот эта авантюра уже и считается как бы полностью провалившейся. После этого события, предположительно в мае-июне месяце этого же года, и отмечается как раз-таки масштабный парад войск РККА в Якутске, именно по случаю того, что войска Пепеляева, они были разбиты. Фотографии этого парада, они сохранились в нашем национальном архиве, и там с униформологической точки зрения есть весьма такие интересные образцы одежды. Об этом чуть-чуть попозже, между прочим. Я постараюсь копии образцов этой одежды достать к нашему будущему разговору. Интересно. И
Вот на одной из этих фотографий я заметил весьма любопытную вещь, что это предположение, но опять же я его озвучу, что один юноша был одет в кепи 60-х годов 19 века, ну, ее, в принципе, можно определить как конфедератка. Вот это вот. Американского польская или американская да, конкретно? Да. Так что, в принципе, с точки зрения униформистики, там есть на что посмотреть. И вот, в принципе, портреты и картины, отражающие бойцов РКК в буденовках там и тому подобное, они имеют место быть, действительно, но это уже именно что ближе к концу всей этой эпопеи, получается, гражданской войны в 23-м году именно. Там есть целый массив фотографий, которые относятся именно к 23-му году, и там люди уже местные, даже отряды ополчения, они уже одеты в кафтаны образца 19-го года, ну вот эти вот с отложным очень большим воротником русские шинели и буденовки там у всех практически есть. Так что в принципе по этим фотографиям можно отследить то, как войска той или иной стороны они снабжались. В то время как у войск Пепеляева несколько всего фотографий сохранилось, и поствоенное уже, когда Пепеляева судили. Но там люди в абсолютных обрубках стоят. Вот, одежда это очень сложно назвать, но тем не менее люди в таком воевали и в дальние переходы ходили. Это все равно заслуживает уважения большого. Ну, война. Да. Она никогда не меняется. Война дело гиблое, да, это точно. Если же, получается, нашу сегодняшнюю беседу уже к окончательной такой теме подводить, то мы не затронули тему средств передвижения и техники в годы гражданской войны. Вспоминаем Первую мировую, опять отсылка на пятилетие назад, что и в русской императорской армии, и в иностранных государствах активно начинали делать, во-первых, бронеавтомобили. Они получили самое большое распространение. Остины те же самые немецкие или маленькие двухместные танки Рено. И более такие монструозные машины для убийства. Это марки 5, британские образцы. Мальфемаль. На манер спутника. Марк Ви. Да. Виктори. Вакцинируйтесь. Я поддерживаю эту позицию, опять же, потому что, все-таки нужно. И вот. И эта техника имела место быть даже на Восточном театре военных действий. То есть вспоминаем, опять же, обратно отходим на 18-й год и экспедиционный отряд Рыдзинского. Они ехали вдоль реки, пока это возможно, на автомобилях. И уже потом начали сплавляться на реквизированном теплоходе, откуда они его взяли, один бог знает. Вспоминаем бронепоезда. Несколько бронепоездов были склепаны из абсолютно всего, что, в общем-то, валялось во Владивостоке и отправлено на фронт. То есть это уже белые войска.
различные аэропланы и бронеавтомобили, они имели очень широкое распространение. И тут необходимо вспомнить про иностранную помощь белым войскам. Вот, насколько я помню, вот у Антона Ивановича Деникина были договоренности с Британией, что они поставят ему в качестве военной помощи собственные английские танки с экипажем, чтобы они обучали уже наших бронеавтомобилистов. В ответ на что с полей Первой мировой войны были в общей сложности прислано 5 или 7 танков на Украину. На Украину. Да. Один из которых как раз-таки до сих пор украшает прекрасный город Харьков. Обожаю его. Харьков. Да, Харьков. Именно так, да. Вот. Ну, это разве объемы? Вот именно, что это несерьезные объемы, и вот приходилось выкручиваться самостоятельно. Русская армия в попытках изобрести танк, уже когда Антон Иванович эвакуировался и оставил все это дело разгребать в Врангеле. Такая замечательная традиция у белых командиров вовремя эвакуироваться. В Крыму, да. Были предприняты попытки строительства образцов русских танков. Но они не проезжали и 5 метров из-за того, что у них вскипал двигатель. Слишком, во-первых, были тяжелые, и, во-вторых, маломощные двигатели. А что еще делать, учитывая, что ни технологий, ни инженеров в принципе-то неоткуда было достать. Но попытки все же были. Изобретения интересных приблуд для убийства людей. Если же говорить про дальневосточный и восточный Сибирский театр военных действий 20-23 годов, можно даже 25-й, в принципе, к этому, хотя нет, лучше на 23-м остановиться. Основной вид техники и транспорта, он был, это теплоходы и различного рода пароходы. То есть их активно использовали, их снаряжали бомбометами, и вот вспомните этот же самый Никольский бой, когда подплыл пароход и начал обстреливать с бомбометов позиции противника. Так что, в принципе, все, что валялось и все, что могло ездить, оно уходило в оборот. Но основной все же транспортной единицей это были лошади. Как ни крути, вот на тот момент времени передовой техники было не так много, чтобы снабдить многомиллионные армии с обоих сторон. И приходилось, предположим, для подвоза или фуражей, или снаряжения пользоваться старыми и проверенными способами, гужевой транспорт. То есть он никуда не исчезает. И выходит так, что в конечном итоге, после последних таких выстрелов 23 года, в уже провозглашенном СССР устанавливается мир. И внешней угрозы со стороны военной интервенции, в принципе, активной такой, которая имела место быть с 18 по 22 годы, ее уже нет и в помине. И на этой
Нуте, и заканчивается гражданская война. Корректно ли говорить о том, что есть якобы в этой войне герои или отличившиеся солдаты, офицеры, красноармейцы или красногвардейцы? Я тоже не сужусь брать. И все-таки чисто с моральной точки зрения в этом плане я поддерживаю первого командира сибирской армии по сдвоенной фамилии Гришин Алмазов. Он считал, что на полях гражданской братоубийственной войны героев быть не может. И что нет никаких отличившихся солдат для того, чтобы им ордена и медали выдавать. Это что вообще такое? И поэтому вот все же придерживаться терминологии героя гражданской войны, которая была так популярна в советское время, я вас попрошу, мои дорогие зрители, наши дорогие зрители, этих вещей сторониться. Есть исключительно участники и наиболее отличившиеся ее личности. Ну, я в свою очередь могу сказать о том, что гражданская война была довольно кровавой. Итоги нам ее известны. Победившая сторона нам известна. Ну и, как говорится, практика – критерий истины. Так как мы все-таки материалисты все. Точно. Да. И учитывая те события, которые тогда происходили, что это были люди того времени, а не изнеженные мы на сегодняшний день, что, возможно, некоторые вещи были обыденностью. Если, например, сейчас уехать в какую-нибудь Африку, там ведь и наказание это посуровей, так сказать, не как у нас. Но лучше через такое, естественно, не проходить, правильно? Но моя точка зрения, что советская историография, естественно, была права. Все-таки люди боролись за счастье народное. Ну и поэтому, естественно, есть своего рода герои, своего рода участники. Ну, что есть, то есть. Историческое событие, и Якутия в этих событиях, в этой гражданской войне, конечно, участвовала. А в целом, спасибо, Саян Андреевич. Очень познавательно. Ну, за мир. А на сегодня все.